Все. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Good afternoon, children. Good afternoon, teacher. Саламатсыздар, балалар. Сәлеметсіздер. Вот друг другу покажите, пожалуйста, свое настроение на сегодняшний урок. Чтобы это настроение у вас сохранилось на весь сегодняшний день. Все сели? Дежурный кто у нас сегодня? Азия, пожалуйста. Сегодня я дежурная, сегодня 22 ноября, день недели, вторник. Сегодня в группе все есть. Что я вам на руку задавала? Пересказ. Садитесь, пожалуйста. Кто готов? Кто? У нас с вами идет, продолжаем читать и говорить по теме «Кавказский пленник» Льва Николаевича Толстого. Я вам задавала на дом пересказать любой понравившийся вам отрывок. Кто хочет пересказать этот отрывок? Кто готов сегодня? Ну, наверное, начнем с тебя. Идем. Жилин был офицером, он работал на Кавказе. И как-то раз он получил письмо от своей матери. В письме было написано, что он серьезно болен, и нашел его на невесту. И он подумал, что мама серьезно больна, и пошел домой. Попросился домой. Попросился домой. И пошел вместе с своим товарищем Костилиным. У Костилина оружие было заряжено, и они не брали с вами охрану. И в дороге, Костилин не хотел подниматься на гору, там было много татар. И Костилин за наказание его оставил у подножия горы, а сам поехал. В горе, на горе было человек 30 татар, и они поскакали на Жилина за Жилином. Он развернул своего коня, и он пошел к Костилину, а Костилин, уезжав татар, сразу же уезжал. У него остался только один шанс на своего коня доброго. Но он купил его еще жеребенка за 100 рублей в базаре, на базаре. Но у татар кони еще лучше были. И он думал, что не умирать зря, и хотел с собой забрать одного, и бежал за татара с красной бородой. Но они стрельнули ногу лошадя, и он остался под лошадью, не мог двигаться. Все татары напрягали на него и вязали и отправились в аул. В ауле его заперли в сарае, чтобы не убежать, на него ногу колодки одели. И он не знал татарский, и когда в гости приехал Абдул Марат, он знал русский, и он сказал, чтобы он написал письмо домой, чтобы его купили за 30 000 рублей. Но он знал, что мама не соберет столько денег, и сказал, я только буду платить 500 рублей. И потом, когда он сидел, ждал еще одного русского офицера, с ним посадили. Это был Костилин, но у него попросили 5000 рублей, и он согласился. И татарам Жилин понравился своей мужественностью, и он говорил их мужикам о Костилине смирно. Молодец, спасибо большое. 10 баллов, как замечательно подготовил домашнее задание. Молодец. Ну, сам хочет. Еще раз, расскажешь свое домашнее задание. Жилин все думал раскопать яму и убежать, но он копал яму, чтобы он стал большим, и Костылин они влезли туда. Стало большой, да? Он несколько дней делал игрушку из глины и поставил на сарай, где Дина увидела его, позвала татар, и взяли его и начали играться с ним, как ребенок, одели его.
После этого эта игрушка сломалась, но Жилин знал, что его сломал Дина, и посмотрел на него, но Дина смеялся и держала. После этого Жилин сделал еще одну такую куклу и повесил в сарай. Дина в следующий день увидел его и взяла и начал снова играть с ней. После этого Дина ему приносила молоко, каждый день молоко. Когда Жилин нашел делать много таких игрушек, а он приносил ему сырные лепешки. После этого Дина хорошо относилась к Жилину. Он знал, что он неплохой человек. После этого, когда Жилин уже ходил в ауле, помогал людям делать часы и то и другие вещи, Дина ему сделала баранину и принесла ему баранину. Все, садись. Дети, мы с вами на протяжении 3 уроков изучали произведение Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник». Мы многое о нем узнали. Мы узнали, что такое антитеза. Узнали, кто такой литературный герой, что они могут быть и положительными, и отрицательными. Но сегодня мы с вами возьмем обобщенный образ и составим секвень к слову «герой». Вспомним, да? Секвень. Все знаем, что такое секвень? Из каких строчек он состоит? Из 5. Давайте вместе со мной записывайте. Вот я вам пишу. Продолжаем работу над текстом «Кавказский пленник». У нас сегодня с вами мы читаем на странице 94, упражнение номер 150. Открываем и по цепочке читаем. Идет чтение. Балнур сидит первая, читает, пока я не скажу стоп. Читай, пожалуйста. Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы и Костелина пролезть. Но тот же все же задел камень, зашумел. Собаки в ауле восполошились. Но Жилин заранее хозяйского пса приучил, успокоился он, а пленники отправились в путь к своим. Идти было тяжело, сапоги, которые им дали, были уже изношены, ноги до крови натерли. Жилин, недолго думая, снял их, босиком пошел, а Костелин все отстает да отстает. Посоветовал Жилин и ему сапоги снять, да только это не помогло. Костелин в крови ноги на камнях изрезал. Спасибо. Самин, дальше читай. Да только это не помогло. Костелин в кровь ноги на камнях изрезал. Стал он еще больше оставать, просить Жилина отдохнуть. Потом вообще предложил одному спасаться, а его бросить. Но не таким был Жилин. Чтобы товарища бросать, понес он Костелину на себя. Тяжелый, но идет. Спасибо. Дальше. Читай. Они с конями поймали беглецов, избили плеснины. Да, я ему посадили. Теперь кормить стали уже хуже. Колодки вообще не снимали и из ямы не выпускали. Костелин совсем разболелся, сел и днями лежал, столен и не спал. Теперь. Почему побег не удался? Вот мы прочитали же с вами сейчас. У Костелина ноги были кровь, и поэтому Жилин не хотел бросать на товарища и поймал. И их поймали. Ноги были в крови, а ноги были в крови, да? Спасибо большое. Теперь давайте составим кластер, в доске пойдем. Смотрите, напишем Костылин. Нет, ну нам больше, да, симпатичен Жилин. Давайте напишем кластер, составим, как ромашку. Какие черты характера, прочитав, мы узнали о Жилине. Что мы узнали о Жилине? Вот кто что хочет записать, уходите сюда и по одному пишите. Так, да. Иди сюда, сразу тоже готовься, мел, да? Записывайте, какие черты характера, по одному, чтобы каждый поработали. Думаем, не сидим, остальные тоже работаем, кроме двоих. Вы же тоже читали это все.
Давайте дописывайте. Вот он храбрый. Все, Жанна, садись. Тоже думайте, думайте, каким еще был Жилин? Скажи, смелый, смелый, смелый. Еще каким он был? Шайх-Ислам. Амина, думаем, думаем. Каким был еще Жилин? Каким был Жилин? Где записывай? Молодец. Берем, записывай. Добрым был. Ага. Еще каким был? Хотя бы 4 цветочка на ромашке, давайте, лепесточка. Он может быть был. На протяжении 3 уроков мы с вами проходили произведение Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник». Вы много узнали, какие бывают настоящие герои, кто такой литературный герой, что они могут быть как положительными, так и отрицательными. Вы узнали, что методом антитеза Толстой методом противопоставления 2 отрицательных и положительных героев построил этот рассказ. Мы теперь с вами знаем, кто такой на самом деле герой. Давайте к этому слову составим секвель. Секвель состоит из каких строк? Из 5 строк. Вот я вам на доске уже написала первую строчку. Вторую строчку из 2 прилагательных, Танюша, иди пиши. Какие прилагательные к слову герой? Говори и пиши. Говори и пиши. Записывайте одновременно вместе с ней в тетради. И еще храбрый. Кто пойдет на 3-ю строчку? Пожалуйста, Аяжан. 3-ю строчку у нас 3 глагола должно быть, да? Аяжан пишет 3-ю строчку. Угу. Какие слова будешь писать? Сражался, помогал, защищал. Молодец. Думаем над 4-й строчкой. 4-я строчка у нас, мы должны целое предложение с этими словами написать и составить. Угу.